Сегодня с нами басист группы Rigor Mortis. Это Rigor Mortis. The, мать вашу, Rigor Mortis. Никакие там трэшеры старые пердуны. Да. А лютые мясники из Великого Новгорода. Ситуация в чем? Группа активно гастролирует. Группа дарит кучу мяса. Для вас, для ваших кишок она дарует мощные жирные куски сала. Вот. И сегодня мы спросим басиста Rigor Mortis о ситуации на современной метал-сцене. Бля, я думаю, я не доживу до этого светлого дня, к сожалению. Блять, как же грустно. Ну а так в целом, слушай, братан, ты проехался по России, что интересного расскажешь? Может, какие-нибудь курьезные случаи? Блядь. Курьезный случай был, заебись. В этом в Великих Лугах мне приснилось, что я наступил в говно. И, короче, снится мне, что я на своей старой квартире, где вырос, хожу, и это говно вытираю об коврики соседей почему-то. И мне так вообще даже стыдно стало, думаю, нафига я, короче, соседям-то, и, короче, говном-то это самое, все это пачкаю. Бля, ну нельзя было вот как-то, блядь, салфеткой? Да вот, понять, ну сон такой, я не виноват. Мой это, темные стороны подсознания. Соседи не перезванивали? Да нифига, да сон был, ёпты. Короче, утром я рассказываю этот сон, пацаны поржали, говорит, ну к баблу, короче, нормально, все, короче, бабла немерено будет. Я говорю, отлично. Садимся в машину, доезжаем, короче, до Макдака, там 500 метров буквально. Выходим с машины, Илья такой говорит, блядь, да я в говно наступил. Вот такой, кстати говоря, вот Илья, расскажи, как ты в говно наступил, в общем-то. Ногой, ёпты. Блядь. Короче, ситуация такая, если вашему басисту приснилось, что вы наступили в говно ногой, сука, бегите. Вот. Какой город тебе понравился больше всего? Ну, давай так начнем с того, какой город тебе понравился по внешнему виду. Вот ваш гитарист говорил, что, блядь, Волгоград, в общем-то, заебись, блядь. Вообще, Волгоград решает, блядь. Вот я просто, как фанат Волгограда и всех волгоградских фанатов, хочу сказать, что блять, ребята, не прекращайте делать то, что делаете. В крайнем-то случае, блядь. Вообще, там, организатору и всем причастным огромнейший респектос за это самое, за организацию. Даша, привет, респект за вписку и борщец, охуительный. Борщец тебя накормили? Да нас всех нахуй борщецом там накормили. Блять, как я вам завидую. Просто. Тебе вставили, братюнь? Да. Ну как хорошо. Черт. Причем из жопы же. В общем-то, Волгоград всем всегда нравился. Волгоград вообще заебта. Ну, Великие Луки как бы тоже. В сердце остались? Конечно. Ну, мы там стали добрые, там уже, блядь, не то что гости, блядь, уже. Мы ездим в Великие Луки регулярно раз в с 10 лет. 2005 года. Ну и замечательно. Да, там одни из первых концертов там у нас происходили. То есть Великие Луки качают? Великие Луки вообще зашибись, там такая Городок публика. маленький, но публика очень активно там хорошая. все ходит. В общем, нормально. Ну вообще хорошо. Илюхи с Великих Луг вообще большой респектос за вписку, короче. И за самогончик охуительный вообще. Вот такой. И пельмешки, блин. Блять, парни, ну гастрономическая телега это охуенно. Куда бы вы хотели поехать еще? Куда, блин, куда? То есть по России ты имеешь? Ну, да, по России. Куда угодно. Блин, да вообще в любую сторону. Это наш братчик аутизмом страдает. Так, подождите, начинается интересная тема, пожалуйста, проходи. Значит, надо поставить в тур ехать, это пизда была просто полная. Весь тур, бля, он пердел, сука, всю машину просрал, блядь. Он спит, храпит и срет, сука, со всех щелей, у него только дым, блядь. Блядь, ты расскажи, как ты по чаще готовый ходил, блядь. Блять, братан качается, что ты хочешь? Мы, короче, вселились к чуваку к одному. Если он нас видит, привет тебе, у тебя все очень было круто, но все боссово. Майкун это пизда, он крутой, но он, сука, так пахнет, ёбнуться. Мы приехали в Новгород, привезли с собой саки Майкуна немного. Кеды пришлось стирать, все, блядь. А я их сжег, короче, я кислотой серной облил кеды, нахуй, потому что пиздец. Кеды сжег? Хотел ноги Сжег, да. кислотой. Слушай, это будет следующее видео. Вернемся к нашей теме. Куда бы ты хотел съездить-то, в общем-то? Да куда? Блин, Майами, блядь. Не, если по России, знаешь, я бы хотел куда-нибудь за Урал сгонять.
Ебама-рама. Вот да, мне кажется, там, короче... Владивосток, for example. Не, знаешь, там Тюмень, там какая-то, там Хабаровск, там Блядь, что-нибудь там. я себе за Урал, блядь. Не то сказал, да? Нет, ты как бы за Урал, так это, сука, не то, чтобы за Урал. За Урал это вообще все. Короче, надо ехать в край алмазов и нефти, ёпти, вот чему я говорю. Значит, ты решил разжиться баблишком, да? То есть я Бля, представляю. там так. по-любому можно билеты по 500 баксов даже Да делать, все равно ладно, все придут, нахуй, блядь. один хуй по 300 рублей будет вас. Может, не зря такие сны снятся. Насрал, поехал в край алмазов. Да я усилием воли, мне говно будет сниться 2 месяца теперь. Тогда блядь. тебе нужно обмазаться говном срочно, блядь. Да во сне все что угодно, нахуй. Короче, ребята, следующий концерт Ригор Морти, здание обмазывается какахами. Нихуя, не. Ладно, информация не подтвердилась. Илья не обмазывается какахами в следующий концерт Ригор Это был Морти. шоколад, блядь. Как вариант. Просто шоколадка растаяла и все, у меня в кармане заднем. Хорошо, вот смотри, где-то около полгода назад ты играл вот, в общем-то, в Питере, и вот полгода спустя ты снова хуяк играешь в Питере. Скажи мне, тебе все нравится, что поменялось, что не поменялось? Что ты, блин, можешь сказать еще по этому сраному поводу, что ты... Чёрт. Маньяк, подонок не пришел. Да. А вот это, ну, как бы... Жаль, что маньяки, а нет, и сиськи покричать некому было в залах. Хотя кто-то пытался Пытался. подхватить Я этот четвертый самый концерт знамя. на Ригор Мортис. Значит, здесь. всем Чего? прошу обратить внимание, значит, это ебало. Уже 4-й раз. Да. Значит, приходит, значит, и хуйцом помазывает по жопам пришедших. Приходит... Сегодня посмотри, что под Ригор Мортис случилось-то, блядь. Вот. О, Значит, Пулькан разорвало. Вообще бомба. не надо ходить на концерты, чтобы услышать новую группу. Достаточно ВКонтакте вбить ее имя, блядь, и все. Вот раньше тебе кто-нибудь сказал, слышал Punch Stage? Нет, вообще чуваки рулят. И такой, бля, надо кассету там нарыть, кого-нибудь переписать, там же. А я такой, что слышал? Ща. Ютубчик запустил, поглядел. Ну это там, а новое слышал у кого тут? Че, опять на ютубчик или ВКонтакте посмотрел? Ну да. Не, ну это я не знаю, там это мне не нравится, тут не нравится, это а вот может нравится. Не знаю, моя музыка вообще вся осталась на рубеже 80-х и 90-х. Все, нахуй. Ну вот, ребята, вот реально, Я нового говна очень мало слушаю. чтобы понятно. сегодня у ваших пацанов вот базарили мы, короче, за телегу такую, что я изрекал такую мысль, что вот года с 2000 до 2005 максимум не выходило ничего Вот достойного. раньше, почему было больше хорошей музыки, да, вот там, в том же самом, в металле, да? Потому что какие-то там прыщавые задроты, которые выключили денег на гитары. Это что-то где-то играли, записывали, там, записали какую-то максимум демку. Чтобы это издать, надо было идти к дяде на студию. Чтобы дядя послушал это, сказал, ну тут что-то есть. И тогда дядя выкладывал свои бабки, снимал студию, там записывался альбом. То есть отсев был на уровне вот этих вот продюсеров каких-то. Сейчас любой прыщавый задрот с гитарой, купленной, подаренной мамой, папой, сидит, блядь, гитарик, хуерик. Короче, сейчас записать, студии развелось, пачками и топами, любой дома сидит, запишите все, что угодно. Плагинов, вот, пресетов, вот. Звучат все хорошо, качественно прилизанные, довольно-таки, хорошо звучат. Изюминки нихуя нет в основном, блядь. А почему? Потому что издается все. Нет вот этого сита. Нет сита продюсера студии. То есть сидит человек, да, то есть сейчас своими силами можно дохуя чего наиздавать. Поэтому очень много говна, просто немерено просто. И поэтому и загибается как бы вся сцена, потому что человек, я помню, наплыв был чешского этой самой грандухи. Пиздец, там что-то все, чехи. Джигай. Слушал, да, Джигай это хорошо, ладно. Просто куча групп, которые, понимаешь, лейбл, например, ему насрать вообще, короче. Есть возможность, компьютер стоит, пиши, херач, короче, все тут же это мастерится. Раньше, чтобы записать альбом, нужно было $1000 заплатить этому самому звукачу, заплатить, это когда сводилось все это на бобинах, на восьмидорожных, там, короче, катухах, короче. Это все стоило денег. Сейчас это не стоит ни хера.
любой может практически в домашних условиях записать альбом, оттарабанить его на лейбл, ты скажешь, давай, чувак, мы его издадим, тебе 10% от тиража дисками, все, это говно пошло в народ массовый, чувак покупает. То есть ситуация, подожди, я презюм сделаю небольшой. Давай. То есть любая, сука, обезьяна, значит, берет инструмент, записывает хуйню. Любую хуйню. То есть в домашних условиях. Да. И сдает это на любом, сука, ссаном На лейбле. любой лейбл засылает, а лейблу похуй, ну продаст он 10 дисков, да похуй, ему все равно копейка. То есть нету вот этого вот отсеивания говна на начальном этапе. Нету вот отсеивания говна. Это вот, ну, Волкер, по-моему, да, говорил, блядь. Что раньше, чтобы записать альбом, надо было либо своих бабок вложить до хуя, но у задротов, блядь, и у ебаных их нет. Нужен был человек. То есть человек слушает, так, это говно, о, годный став. Все, с этого получается альбом, Хорошо. и народ его услышал. А это говно, его никто никогда нахуй не слышал и не услышал, блядь. Дань. А сейчас все говно записывается, издается пачками, блядь. Дань. И все, Там, блядь, все, кругом, все заполнено этим говном. И представляешь, вот смотри, с точки зрения слушателя, как тяжело в этом говне что-то надо откопать достойно. Предложение превышает спрос. Потому что куча банд, куча альбомов, посмотришь, каждый лейбл печатает сотнями, короче, какие-то группы, тиражи там по 50, по 500, там по 1000 штук, которые, я не знаю, их вообще лучше даже было не рожаться, блядь, легко, вот, пожалуйста, в гаражах пацаны сидели и годами ебошили. Сейчас все это, из любой промки, демки, говненки делаются сплиты, хуиты, все что угодно, короче, это впаривается, вот лишь бы было, короче, понимаешь, нету отсева. Кто-то купит. Икситов нет, нихуя нет, все, блядь. Понимаешь, все, что кто наиграл, все издается, все валится в уши зрителю, блядь, слушателю нахуй. Вот и все, блядь. А раньше такой хуйни не было, блядь. Ебашьте от души, блядь, чтобы это качало и нравилось не только тебе и твоей тёлке, блядь, которая может тебе когда-нибудь даст после концерта в местном ДК, блядь, в Усть-Пердюнска какого-нибудь, блядь. Вот и все, блядь. Делайте качественную музыку от души. Вот и все, блядь. И если это кому-то надо, значит это будет кому-то надо. Вот все. У меня все, блядь. Я кончил, господа. Я не понимаю.